Джефф Монсон, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, пятикратный чемпион мира по грэпплингу, принял приглашение руководства Башкортостана, переехал в Уфу и уже набирает юных жителей республики в свою школу в Черниковке и в Затоне. Так совпало. Официально школу Джеффа Монсона в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой открыли в день его 50-летия. Почетный гость мероприятия – глава Башкортостана Ради Хабиров. Ну что, Радифович, вот вы есть, Джефф Монсон у нас. Да. Хорошее событие, радостное. Конечно. Максимально качественно повторяем, следим за тренерами. Уважаемые спортсмены, дорогие друзья, продолжим тренировку буквально через несколько мгновений. Здравствуйте. Давайте Здравствуйте. наших почетных гостей. Мы приветствуем главу Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова. Добро пожаловать на открытую тренировку с Джеффри Монсоном. И тренировку проводит мастер спорта международного класса по грэпплингу, чемпионка России, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, чемпионка Европы по джиу-джитсу Яна Шорохова. Мы приглашаем на татами выдающегося спортсмена, двукратного победителя ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу, человека, благодаря которому мы собрались сегодня в этом зале. Встречайте, Джефф Монсон! Больше шума! И следующие несколько минут мы проведем в его компании мастер-класс, открытая тренировка с Джеффри Монсоном. Jeff Monson will run the floor for several minutes. Please welcome. Yes. Okay, guys. Смотри, по спорт, jiu-jitsu много позиций. Okay? Я покажу principles. Очень важно principles. Мой рука hold my phone, hold. So, finger hold. Like мышца. Look. Если он hold, мой рука, I gotta go вниз. Okay? See. Okay? But just the ball, this. Первый, он вниз на колено и он степа и бедро вместе. Работа вместе. Окей? Ноги с тазом должны перемещаться вместе. Давай. Давайте Джеффа Монсона поблагодарим за мастер-класс, за талант, за яркие моменты, за мощную спортивную карьеру и за классный русский, в конце концов. Скоро Джеффу не понадобится переводчик. Продолжаем. Ladies and gentlemen, we continue. Джеффри Уильям Монсон, пятикратный чемпион мира по грэпплингу, обладатель черного пояса и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец ММА, за плечами которого более 80 боев. В списке его соперников Федор и Александр Емельяненко, Джей Уайт, Марсио Круз, Рой Нельсон, Тим Сильвия. Монсон не только авторитетная фигура в мире спорта, но и магистр психологии, для которого воспитание детей – смысл жизни. Сегодня он главный тренер, и очень многие мечтают попасть в его школу Джеффа Монсона в Уфе. Давайте еще раз Джеффа Монсона поприветствуем в этом зале, центр
спортивной подготовки. Ladies and gentlemen, Здравствуйте. Как вам тренировка? Мне очень понравилось. А вы, девчонка, занимаетесь такими видами спорта? Да. Я участвую в соревнованиях, занимаю места. А как вас зовут? Фамилия, имя? Меня зовут Галиева Алсу. Где вы учитесь? Я учусь в 7-й школе. Города Уфы. Да. А где можно заниматься спортом у вас? Спортом. В Уфе много спортивных школ. Да. А где вы занимаетесь? Я занимаюсь в клубе СК «Боец». А что вам нового дала тренировка с Джеффом Монсоном? Много приемов и разные техники. Будете использовать? Да. Спасибо. Безусловно, для всех присутствующих спортсменов вы являетесь кумиром, и они очень рады поздравить вас с днем рождения. Вы тоже смотрели тренировку? Да. Понравилось? Да, очень. А что для себя узнали нового? Новые навыки нам показали, много чего нового. Основные, самые главные основы, получается, борьбы. Почему у вас такая форма? Написано «Республика Башкортостан, боец». Он снеговик. Почему Что это за школа? так называют? Школа Ислама Лазимовича, название «Боец». А чем вы занимаетесь? Греплинг, иногда вольная борьба. А девчонке нужна борьба? Конечно. Зачем? Самооборона. Не приходилось применять? И дальше, как снежный ком, катился, не замечая соперника. Ну все нормально? Да. У Джеффри Монсона Хорошо. Как зовут вас? Фамилия, имя? и, конечно, Аделина Зайнуллина. с самого В какой утра. школе вы учитесь? День начался с Не очень хорошо. Не очень хорошо. А занимаетесь спортом как? Хорошо. То есть в школе учитесь так себе, а спортом занимаетесь усиленно? Да. Но для будущего нужны и оценки, знания тоже. А какая школа? Лицей номер 46. Понятно. Родители поддерживают вас? Да, конечно. Спасибо. Ну что ж, будете тренироваться у Джеффа Монсона? Да, хочу очень. Спасибо. А как иначе? 18 января 2021 год. Сегодня днем в столице Республики Башкортостан состоялось историческое событие – открытие школы Джеффа Монсона по джиу-джитсу и грэпплингу. Можете уделить нам внимание? Вы сейчас вот там соревновались, можно сказать. Нет, не уходите. Вот так. Вы почти соревновались, я скажу так, почти, да, потому что видно было, что вы не полную силу сейчас с Джеффом Монсоном. Как ощущения? Ну, ощущение, конечно, незабываемое, потому что это все-таки для нас человек-легенда, и когда ты рядом стоишь с таким человеком, тебя перебирает все эмоции, наверное, потому что каждое его слово пытаешься пропитаться, вникнуть, усвоить, потому что, не каждый день ты стоишь с такими действительно людьми-легендами, и ощущения самые великолепные. Конечно, это большой опыт и для меня, как для тренера, и как для спортсмена, незабываемый. А где вы тренируете деток? Мы тренируем в Стерлитамакском районе, село Наумовка, и город Мелеуз, клуб «Патриот». То есть я являюсь тренером 2 клубов. А каким образом вы будете взаимодействовать с Джеффом Монсоном? Ну, мы будем работать по приглашению, скорее всего. Единственное, сейчас мы будем комплектовать детей здесь, в Уфе, так как мы тоже здесь очень большое количество времени проводим в тренировочном сборе, помогать, то есть популяризировать его школу и возить к себе в гости также, чтобы популяризация шла среди сельских деток, потому что им очень интересно получать и видеть живые уроки человека-легенды. А какой вид спорта у вас? У нас чисто идет направление грэпплинг, но мы работаем и с джиу-джитсу также. То есть я на сегодняшний день являюсь уже чемпионкой по Европе по грэпплингу, 2-кратным призером мира по грэпплингу и чемпионкой Европы по джиу-джитсу. Ничего себе, так вы тоже титулованная. Ну, мне еще таких титулов, как Джефф Монсона, еще только все впереди, как говорится. Мы начинаем, развивать эти виды спорта в республике. И, как показывает практика, успешно. А нужен Башкортостану Джефф Монсон? Конечно, нужен такой человек, потому что у нас есть новый вид спорта, такой как грэпплинг и джиу-джитсу. И такие профессионалы, как Джефф
Монсон, они обязательно нужны, они вдохновляют, они развивают и дают колоссальный международный опыт. Скажите, а ваши воспитанники здесь кто есть? Вот ребята в белом кимоно сидят, как раз это юные борцы, которые уже на чемпионате республики занимали первые, вторые места. Как зовут? Елисей и Мурат. Это вот они в белом? В белом, да. Ну, сейчас рискну, ну, нельзя обутой же, да, заходить. Ох, нас пока Ради Фаритович. Все, после Ради Фаритовича пообщаемся с ребятами. Спасибо. Мы приглашаем на сцену главу Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова и двукратного победителя ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффа Монсона. Ladies and gentlemen, please welcome Radi Khabirov, the head of the Republic of Bashkortostan. Добрый день, дорогие друзья, дорогие спортсмены, тренеры, коллеги, друзья. Добрый день, дорогой Джефф. Сегодня у нас в республике, в нашей Уфе, я вот без преувеличения скажу, мне кажется, такое историческое событие, потому что сегодня выдающийся спортсмен, выдающийся боец и просто замечательный человек и мужчина Джефф Монсон открывает свою школу джиу-джитсу, грэпплинга и вместе с нами отмечает свой 50-летний юбилей. Знаете, вот несколько лет назад у меня случилась такая случайная встреча с Джеффом. На тот момент я свое сердце беззаветно отдал греко-римской борьбе и не очень увлекался боями, грэпплингом, джиу-джитсу, но когда я с ним познакомился, я для себя увидел человека, который, являясь действительно выдающимся спортсменом, еще обладает большим сердцем и очень любит детей. И я считаю, что открытие сегодня этой школы, она будет проходить и здесь, в Нефтянике, вы сегодня видели, это огромный вклад в спорт нашей республики. Это гарантия того, что тысячи мальчишек, девчонок получат кто-то простые азы, как нужно за себя постоять, защитить слабого. Кто-то станет такой же, как Джефф Монсон, великий спортсмен. Я на это надеюсь. Я очень надеюсь, что, Джефф, для тебя Башкортостан станет второй родиной, и что твоей семье здесь будет комфортно. И самое главное, мне кажется, вот тот опыт, который добыл в боях, добыл на спортивных соревнованиях, ты сможешь передать вот нашим детям. Вот это самое главное, наверное, главное назначение любого мужчины. Я от души тебя поздравляю, крепко обнимаю, очень тебя люблю и горжусь, что ты сегодня вместе с нами в нашем родном Башкортостане. Спасибо, Ради Фаридович. Джефф, сегодня в ваш адрес прозвучало огромное количество слов. Я уверен, что у вас тоже найдется несколько слов для того, чтобы сказать им всем собравшимся. Начало я говорю по-русски. Извините, еще мой русский нет хорошо. Я надеюсь, скоро я говорю хорошо по-русски. Спасибо большое. Первое, спасибо большое. Я хочу сказать спасибо Ради, мой друг Руслан. Я и моя семья очень чувствую. Guys, now I speak English. I'm really honored to be here. This event is not about Jeff Monson. This event is about Ufa and especially Bashkortostan. I was taught a long time ago that no matter what you are, there's some kind of good in you. There's some kind of talent that you have. There's some kind of specialty. There's something that makes you like special. Every one of us is special in our own way. And I've learned jiu-jitsu. I've had many teachers teach me the right way, the proper way, respect, honor, and training hard. And I want to pass this on to everybody here in Bashkortostan. So I'm going to tell you my two goals. My goal number one is to make a competition team from Ufa where we are the pride of Russia. We're the best grapplers in Russia, the best grapplers in the world.
And my goal number 2 is to bring grappling jiu-jitsu all over to Bashkortostan region, not just for competition, but to give in every city and every little village chances for children and adults who can't do it now. We're going to open schools all over and give this opportunity for everyone in this region and make it truly united. And I want to thank you so much for being here, for inviting me into your family, and I look forward to many, many, many years of growing closer and meeting many, many, many people here. So thank you so much. Спасибо, спасибо, Джефф. А сейчас позвольте юным спортсменам поздравить вас. Они уже готовы, вот они стройным рядом выходят. Под громкие аплодисменты давайте приободрим. С днем рождения поздравить Джеффа Монсона хотим. Пожелать ему спешим быть под номером 1. Здравствуйте. Ну что, как вам тренировка сегодня? Очень понравилось, все было классно. Да? А вы сколько лет занимаетесь? Я уже 7-й год занимаюсь борьбой. А вам сколько лет? Мне 11 лет, с 4 лет уже занимаюсь. Ничего себе. А зачем вам борьба? Я сам... Мне захотелось заниматься борьбой. Потому что мне это очень понравилось. День рождения. А где вы живете? В городе Мелеуз. Там ездите заниматься спортом? Да. Где? В спортзале в Батуте. Диана Валерьевна. Бесплатно занимаетесь? Нет. Деньги? Да. Ну а Джефф Монсон новое что-то показал? Да. Что? Новые упражнения, которые пригодятся в спорте. Спасибо. Как зовут вас? Фамилия, имя? Матьяр Мурат. А какая школа? В какой школе вы учитесь? В 6-м лицее. Какой класс? 5 класс. Спасибо. Вам желаем. Вот еще у нас один. Можно вас попросить ко мне повернуться? А вы откуда приехали? Из Мелеуза. Тоже из Мелеуза? Вместе? А вот мальчишки, вам приходится когда-то применять вообще вне зала? Да? Ваши навыки. А где? Почему? Молодцы, рукопожатие от чемпиона, от легенды спорта. А сейчас наступает такой интересный, замечательный, долгожданный момент в каждом дне. А те, кто не занимается спортом, что им можете пожелать? Ну, чтобы они начали заниматься и спуститься на ковровую дорожку, дошли до высот. Приятно, особенно для сладкоежек. Это нужно? Конечно. Почему? Ну, спорт нужен всегда, потому что если какие-то упражнения будете выполнять, не получится. Надо работать, и тогда получится. Спасибо, давайте посмотрим. Вон красивый торт какой. Свечи, они обязательно исполнятся. Каждый этот огонек, безусловно, это яркий момент. Мы загадывали желания, все эти желания сегодня посвящены нашему имениннику, юбиляру, которого мы поздравляем. Здравствуйте, пока там горит красивые свечи на торте у Джеффа Монсона, поделитесь вашими впечатлениями. Очень организованное, очень классное мероприятие, оставляет очень много хороших впечатлений на всю жизнь. А вот вообще такое реально, что такой именитый человек у нас? Конечно, это очень необычно, и я думаю, для России это очень отличное, как выразиться правильно, символично, хороший подарок, да, для России, для Башкирии, который сможет и хочет продвинуть спорт у нас в Башкортостане, в Уфе. А где вы занимаетесь спортом? Я занимаюсь в Стерлитамакском районе. В Стерлитамакском? В Стерлитамакском районе, да. В каком селе, деревне? Село Тюрышля. Есть там возможность заниматься спортом? Да, возможность есть, все прекрасно. А что там у вас, спортивная школа, спортзал? Да, есть спортивная школа. Ну что ж, здорово. А сколько вы занимаетесь? Я занимаюсь около 10 лет. Ничего себе. Есть достижения? Да, я являюсь кандидатом в мастера спорта по борьбе грэпплинг в 2 разделах. Поздравляю вас. Спасибо. Вы молодец. Спасибо. А как зовут вас? Аделина. А фамилия? Мурзабаева.
Спасибо, всего доброго. Вам спасибо. Ну а прямо сейчас желанный, долгожданный момент мальчишек и девчонок, которые мечтали сделать фотографию с легендой спорта Джеффом Монсоном и главой Республики Башкортостан. Давайте сейчас торт мы уберем на задний план. Пригласим основных действующих лиц, конечно же, в центр. Ну что, мы сделали это вместе, давайте поаплодируем. Огромное спасибо, Ради Фаридович, спасибо большое. Джеффри Монсон, звезда сегодняшнего дня, звезда спорта и настоящая спортивная легенда. Мы благодарим всех участников. Джефф, поздравляем. Поздравляем. Добро пожаловать в Уфу. Спасибо большое, спасибо. Ради Фаритович, а у нас, пока фотографируетесь, там Джефф чемпион мира, а у вас не меньше популярность, как у главы региона. Ради Фаритович, а все-таки вот Джефф Монсон в Башкортостане, это же событие? Событие для них. Для меня личное событие, а для них это событие, вот, шанс научиться чему-то более высокому, чем мы можем им дать здесь. Это же здорово вообще, такого уровня люди привлекут себе внимание. Мы сейчас с девчонками, мальчишками поговорили. И глаза горят, и вот это вот наша задача. А моя задача строить объекты вот такие. И привлекать, и толкать, и оздоравливать. Так, красавица. Девчонки, быстрее. Руслан Тагирович, добрый день. А скажите, а что будет делать Джефф Монсон у нас в Башкортостане? У нас республика вообще спортивная. Спортивная борьба – это на самом деле ключевой вид спорта. А Джефф Монсон, он, можно сказать, что главный борец. И притом надо отдать должное, что, во-первых, он великолепный борец, а во-вторых, посмотрите, как он красиво и правильно говорит. Он говорит о добре, он говорит о том, что сегодня, если ты будешь идти вперед, ты обязательно победишь. И это главное. А вообще у него задача, конечно, сделать самую крутую нашу команду, сборную Республики Башкортостан по джиу-джитсу. Это первое. И второе. Внедрять спортивную борьбу, внедрять джиу-джитсу в наши города и районы. Особенно дальние наши районы республики, в том числе Зауралье, Северо-Восток и другие наши муниципалитеты. А мы создадим там условия, ведь одного Джеффа мало, если залом не будет. Вы посмотрите сегодня, сколько вот этих вот ребят, да, это уже последователи Джеффри, да, я думаю, они встанут вместе с ним и обязательно помогут это сделать. А будет где заниматься? Залы есть? Да, мы уже проговорили, в Абзелиловском районе, Нефтекамске уже первые заявки есть. 2 уже зала открыли мы здесь в Уфе, поэтому мне кажется, что в течение этого следующего года мы максимально сеть уже увеличим. То есть маленьких Монсонов будем растить? Будем настоящих людей и чемпионов, и в том числе последователей Монсона. Спасибо. Да, помню. Очень хорошо. А вы откуда, ребята, с таким красивым флагом? Где занимаетесь? Веном. Это где? На бульвар, на Зорге 35. Разновозрастные? Да. Здорово. Группа. Отлично. Младшие чемпионы. Чемпионы чего? Младшие чемпионы, говорю, у нас. Маленькие. Мира. Они мир выигрывали уже. Да? А кто и где? Многократно вот он. Повторите, пожалуйста. Так, а кто у вас на самом деле, кто чемпион? Познакомьте. Вот Алексей Борисов. Ренат. Так, Алексей, говорят, вы тут чемпион? Да. Да? А что выигрывали? Двукратный чемпион мира. Почему? По смешанным единоборствам. Как вам тренировка сегодняшняя? Хорошо. Есть чему поучиться? Да. А есть такое что-то, что вы могли бы Джеффу показать? Ну да. А что, например, можете нам показать? Сейчас фоткаться. Ну, давайте предположим, что уже сфотографировались. Покажите. Показывать? Да. И как это показывать? Давай на мне. На маленьком. Ого! А так вот не больно? Да не, мы так каждый день делаем. Да? Да. А в чем сила Башкортостана? В спорте вот.
Вы ловкие, умелые? Да. По сравнению с другими, как вот на чемпионате мира, по сравнению с другими парнями? Ну, мы так-то, да, ловкие, быстрые, шустрые. А где вы живете? На Вологодской. В Уфе. Тренируетесь Да, в здесь? Уфе. А сколько лет вам? В 12. Как зовут, фамилия, имя? Борисов Алексей. Спасибо. Все, ребят, спасибо, удачи. Спасибо вам. Райтфрич, мы сейчас спросили у министра спорта, а сможем ли мы залами обеспечить ту возможность, которую даем с появлением Джеффа Монсона и других? Ну вот мы уже подобрали уже 2 больших спортивных объекта под это. А просто не только в этом. Это такое появление вот здесь. Я надеюсь, что это вклад в спорт республики. Понимаете? Это сильный тренер, хороший человек, настоящий спортсмен, выдающийся спортсмен, большим опытом. То есть, в этом, я считаю, находка. Вот наша задача, чтобы таких людей побольше. Вот я не знаю, вы обратили внимание, когда мы сидели с ним рядом, подошел еще Эльбрус Нигматуллин сел. Он ведь тоже легенда. Легенда. И мы его тоже уговаривали, давай переезжай к нам в Уфу, открывай секцию, учи детей быть сильными. Вот у меня, конечно, такое. Вот Николай Валуев, когда мы с ним встречались, мы открыли... Что, тоже к нам? Ну, он открыл школу имени Николая Валуева. Но приезжает, значит, методическая поддержка. И вообще, когда ребята смотрят на него такого, хотят тоже такими сильными стать, настоящими. Спасибо. Спасибо.